Сбор урожая зерновых культур в Кыргызстане близится к завершению. Если южные регионы завершили сбор урожая на 95%, то из северных регионов остались только Нарынская и Исыкульская область, где до сих пор проводятся уборочные работы. Несмотря на пандемию коронавируса, у фермеров работа идет полным ходом. Работаем в день, получается, 7 часов рабочий день у нас начинается, до 7 часов мы работаем. С перерывом, конечно, у нас обед еще есть, с 11 до часа мы отдыхаем. А в день 300 тонн мы закладываем. Вчера 300 привезли, если две ящики работают. А если одна, то 150-120 тонн. По словам агронома кооперативного хозяйства Ивана Тура, у которых на балансе насчитывается более 3000 гектаров пахотных земель, где были посеяны пшеница, ячмень и кукуруза, с учетом текущей динамики проводимых уборочных работ, рассчитывают на своевременное завершение всех намеченных мероприятий по уборке урожая. Ну, да, в общем, в этом году на территории Сковедка мы посеяли порядка 1000 гектаров озимой пшеницы, гектаров 600 ячменя ярового, гектаров 50 овса. По урожайности среднем показатель был где-то 22 до 24 в среднем. Вот. По тому моменту, на момент пандемии очень сильно повлияло то, что многие базары были закрыты и были проблемы с запчастями, с приобретением запчастей, потому как технику нужно было подготавливать к сезону. В этом году урожайность пшеницы и ячменя выше, чем в 2019. Практика показала, что в кризисной ситуации главная задача – обеспечение продовольственной безопасности, в первую очередь хлебом. Поэтому были предприняты шаги по расширению посевов зерновых культур по всей стране, чтобы обеспечить страну пшеницей. Ведь большую часть наша страна закупала у соседнего Казахстана. По республике пшеницы было засеяно на площади 247,5 тысяч гектаров. На сегодняшний день убрано уже 83%. Средняя урожайность составляет 27,5 центнеров с гектара. Это позволило собрать более 500 тысяч тонн зерна пшеницы. Также ячменя было засеяно на площади 192,3 тысяч гектаров. Из них уже убрано тоже около 83% убрано уже. Тоже урожайность выше прошлогодней на 1,5 центнера. Отметим, ежегодный объем импорта пшеницы и муки в зерновом эквиваленте составляет около 400 тысяч тонн. Казахстан в 2017-2019 годах экспортировал в Кыргызстан в среднем 170 тысяч тонн пшеницы ежегодно. При этом доля Кыргызской республики в общем экспорте Республики Казахстан составила лишь 3,3%. Цены на кыргызстанском рынке зависят от ситуации на рынке зерна Казахстана и России. Зерно и муку в Кыргызстан импортируют как частные предприятия, так и фонд Госматрезерва. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.